состоялась официальная церемония награждения победителей ралли Ингушетии-2015. Особый интерес у зрителей вызвал ингушский экипаж, ставший дебютантом этого ралли. Пилот Хамран Миржоева и его штурман Хаваш Галаев оправдали надежды болельщиков и заняли второе место в классе 1600H. Остальные результаты гонок озвучит Руслан Албагачиев. Позади у них несколько десятков километров грунтовых дорог. Не всем гонщикам, стартовавшим 2 дня назад на Зране, удалось дойти до финиша. У кого-то вылетело колесо, кто-то опрокинулся в кювет. Не раз службе техподдержки приходилось эвакуировать автомобили с трассы. Второй день гонки проходил в несколько этапов. Выдержать их удалось не всем. До последнего специального участка из 14 стартовавших экипажей добралось всего лишь 11. Были очень сложные спецучастки. Все спецучастки были на гравии, их было всего 8 участков, очень сложные. Не все были довольно длинными. Самый длинный был 12 километров, самый короткий 5-6 километров. Не все участники справились с данной дорогой. Было несколько поломок, были вылеты. В том числе один из автомобилей очень сильно пострадал. Но, тем не менее, все остальные участники остались очень сильно довольны. Каменистая трасса с многочисленными поворотами и склонами заставила пилотов продемонстрировать максимум своих способностей. Упорная борьба между гонщиками шла до самого финиша. Судьба гонки была решена только на последнем спецучастке. Кубок России по ралли проходил в несколько этапов, поэтому поклонники с нетерпением ждали новых подробностей о том, как ингушская команда покажет себя на трассе. Я знаю, что команда из Ингушетии участвует впервые, и, конечно, хотелось бы, чтобы наша команда одержала победу. Ну и, конечно же, надежды зрителей оправдались. Машина под номером 14, экипаж Ингушетии, стал на пьедестал почета в классе 1600. Дебютанты ралли заняли второе место. Гонка прошла отлично. Мы даже не надеялись, что настолько будет, но рассчитывали как минимум. Трасса тоже была сложная, скажем так. Мы даже порвали 2 колеса, там, поломали диски, но мы все равно доехали, мы это сделали. Результаты в каждом классе суммируются по результатам всех заездов. Таким образом и определился экипаж, который целый год будет с гордостью носить звание победителя ингушского этапа Кубка России по ралли. Первым в этом году стал экипаж Григория Трегубова из Перми на Subaru Impreza. Выиграв все без исключения спецучастки, Григорий финишировал гонку с отрывом 53 секунды от своего ближайшего преследователя. Соперники очень сильные, достойные. Трасса великолепная, правда. Природа Ингушетию наградила хорошим ландшафтом, и дороги замечательные, прям настоящие раллийные. Вторым пришел экипаж Андрея Трухина из Екатеринбурга на Mitsubishi Lancer. Ехали в своем темпе, держали на расстоянии соперников, старались еще сохранить машину на финал. В общем-то, на этой гонке все задачи были выполнены, поставлены, и мы результатом довольны. А третье место досталось участнику с юга, Юрию Борисенко. Обязательно приедем еще, потому что очень приятный, очень хорошие люди, очень хороший прием. И спасибо руководству республики, потому что делают все для того, чтобы на должном уровне проводились подобного рода соревнования. География участников этого ралли традиционно была очень обширна. Москва, Ростов, Урал, безусловно, Ингушетия и другие регионы России. Всего на старт вышло 1,5 десятка экипажей, которым предстояло преодолеть свыше 80 километров раллийного маршрута. Самое интересное, что буквально начиная с середины сегодняшнего дня у меня телефон разрывается от СМС и сообщений в разных соцсетях о том, что здесь нужно делать финал Кубка России, и что гонку самая лучшая за этот год, которая только была на территории России по организации, по дорогам, по интересу, по количеству зрителей и по медиаподдержке. Ингушетия прощается с участниками авторалли до следующего года, но уже начинает готовиться к следующему сезону. Республика настроена на продолжение традиций принимать этапы чемпионата и Кубка России на своей гостеприимной земле. Руслан Албагачиев, Адам Далаков. Новости 24.